Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, дорогие гости. Добрый день, наши дети. Я хочу, чтобы мы поприветствовали наших гостей, потому что гостями сегодняшнего нашего юбилейного концерта являются преподаватели и учащиеся Кишиневского музыкального лицея имени Сергея Васильевича Рахманинова. Гостями также сегодня является начальник Главного управления культуры, да. А также присутствует сегодня супруга Андрея Георгиевича, к сожалению, он не может по уважительной причине присутствовать, и главный бухгалтер Марина. О них попозже я предоставлю им слово. Ровно 10 лет назад состоялось открытие нового здания, не школы как объявление, а нового здания нашей музыкальной школы, потому что школа существует уже через 3 года, 60 лет будет ей. Вот. И 13 декабря 2013 года день был выбран не случайно, потому что в этот день весь народ празднует День памяти апостола Андрея Первозванного. Не случайно была эта выбрана дата, потому что школа была построена на деньги известного предпринимателя, мецената Андрея Георгиевича Валькова. Хочу сказать не понаслышке, я знаю, какие трудности пришлось испытать в то время, через какие риски прошли, но, невзирая на все эти трудности, Андрей Георгиевич вложил не только огромные финансы, но и часть своей души. Поэтому сегодня и получился такой вот значимый результат. И хочу сказать, что в то время и наш коллектив преподавателей, и наши дети тоже прошли через большие испытания, через большие трудности и большие неудобства. Но с честью мы все это выдержали. И сегодня, благодаря таким условиям прекрасным и творческому потенциалу нашего коллектива, мы имеем такие результаты, и престижность нашей школы, известность возрастает с каждым годом. Хочу сказать, что границы желающих обучаться в нашей школе сегодня переросли не только город, но и район, и даже границы Гагаузии самой. Поэтому я хочу сказать, что за эти 10 лет очень много было мероприятий проведено, много изменений, но, впрочем, об этом скажет сам директор, молодой директор нашей школы, Тимофей Дмитрий Валерьевич. Ему я и хочу предоставить слово. Добрый день. Рад всех приветствовать в нашей музыкальной школе. Да, за 10 лет много всего нового мы имеем благодаря тому, что у нас очень хорошие условия. То есть тепло, светло, круглый год. Вы даже сейчас чувствуете, что здесь, да, может быть немного тесновато, но здесь комфортно. Это все благодаря Валькову Андрею Георгиевичу, потому что когда-то он услышал Ивана Васильевича, услышал коллектив и затеял такую, так скажем, затею, и сегодня мы видим результат. В нашей музыкальной школе на сегодняшний день обучаются 350 детей, не только в Камрате, но и в 7 селах Камратского района. Практически весь Камратский район мы охватили. Благодаря управлению культуры у нас некоторые инструменты, народные инструменты, которые исчезли вообще когда-то. Сегодня обучение на этих инструментах бесплатное. Это кавал, гайда, цимбал и най. И благодаря тому, что эти инструменты бесплатные, кстати, и на най прямо у нас большая очередь, каждый год у нас на этот инструмент очередь. Неплохо развивается гайда. Кавал начал, наконец-то мы открыли класс кавала в Кирсово, и там у нас уже 3 ученика.
и класс цимбала 2 ученика. Имейте в виду, что эти инструменты у нас благодаря Управлению культуры бесплатные. Благодаря хорошим условиям, которые создал Андрей Георгиевич, у нас увеличилось и количество преподавателей. И если у нас было, буду говорить, 5 лет назад до 40 преподавателей, то сегодня у нас их уже 60. Молодежь хочет работать в нормальных условиях, где можно найти, где по любым просьбам их инструмент, пожалуйста, кабинет, да, немного тесновато, но пока все хорошо. Школа работает в 2 смены, и мы сегодня благодаря 2 сменам, кстати, можем еще умещаться. Каждый год Андрей Георгиевич нам дарит инструменты. В прошлом году он подарил аккордеоны, было фортепиано позапрошлом году, потом комплект скрипок был, опять же аккордеоны, но сегодня это будет немножко сюрпризом, чуть позже вы увидите, что сегодня он для нас, какие подарки он сегодня для нас приготовил. Попрошу всех отключить звук телефонов, усаживаемся поудобнее и смотрим выступление. Всем здоровья! Ну, так как разговор уже зашел о подарках, мы привыкли к этим дорогим подаркам ежегодно. Поэтому я хочу предоставить слово главному бухгалтеру фирмы Валькова Марине. И дальше она скажет подарки. Здравствуйте, уважаемые гости и родители. Хочу всех поприветствовать на сегодняшнем мероприятии, организованном в честь дня рождения музыкальной школы. От имени Валькова Андрея Георгиевича хочу поздравить вас всех с этим прекрасным днем, пожелать детям успехов, родителям терпения и возможности всегда поддерживать и помогать своим детям. От Валькова Андрея Георгиевича в этом году мы дарим 2 больших плазменных телевизора для того, чтобы дети могли заниматься и имели всегда эту возможность. Спасибо большое. Праздничным! Эти телевизоры не для того, чтобы мультики смотреть. Эти мониторы большие для того, чтобы каждый ребенок с самой последней парты мог увидеть и ноты, и какие-то выступления, иллюстрации. Это как большой монитор, но не телевизор для мультиков или фильмов. Они пустые. Также хотела попросить всех присутствующих деток, чтобы не расходились. После мероприятия Дед Мороз со Снегурочкой подарит вам всем новогодние подарки. Вы знаете, когда мы праздновали годовщину открытия нашей школы, мы решили пригласить коллектив преподавателей и учащихся, которые сегодня у нас в гостях. И были сомнения, откликнуться или нет, но когда я встретился с тогдашним директором, который сегодня присутствует на нашем концерте, она будет вести концерт, Наталья Николаевна Крокодел, и я увидел не просто такое желание прийти к нам и отметить этот праздник, но эти встречи стали традиционными, и я думаю, что наши встречи будут продолжены, и эти встречи превратились в такую крепкую дружбу. Поэтому я предоставляю слово Наталье Николаевне, и мы начинаем, наверное, концерт. Добрый день, уважаемые друзья, коллеги, ребята, уважаемые родители. Мы очень рады быть сегодня здесь, в вашей гостеприимной школе, в этом теплом, уютном зале, где мы уже несколько раз выступали, да не несколько, уже довольно долгие, многие годы. Хотелось бы, конечно, поблагодарить всех организаторов этого мероприятия, директоров наших школ, господина Тимофея Дмитрия Валерьевича и
господина Герасименко Владимира Владимировича. И мне поручено сегодня... Валерий Дмитриевич, можно вас на минуточку? Да, конечно. Мне поручено сегодня вручить вам диплом, поздравления. Поздравляем Камрадскую детскую музыкальную школу с днем рождения. Желаем успехов, творческого развития, процветания, исполнения всех желаний. Пусть радость и прекрасная музыка сопровождают школу еще долгие годы. Многое лето. Республиканский музыкальный лицей имени Сергея Рахманинова. Директор Владимир Владимирович Герасименко. Сегодня занят на другой важной встрече, поэтому мне поручено быть сегодня с вами. Каждый год, 13 декабря, мы приезжаем в эту замечательную школу, и мы уже стали не просто партнерами, но уже неразлучными друзьями. И в знак солидарности, доброй дружбы сейчас прозвучит замечательный гимн, который написал Илья Филиев, гимн детской музыкальной школы. Ваш выпускник, замечательно. Этот гимн прозвучит в совместном исполнении хора детской музыкальной школы, руководителем Домна Мавроди, правильно? И симфонического молодежного оркестра под руководством маэстро Нарти Ирсак Игоря Иосифовича. Концертмейстер Беляцкого Светлана Ивановна. класса Полина Попов исполнит вариации на тему Паганини композитора Выгодского.
Олег Петрович Негруцин, молдавский композитор старого поколения, одессит, ныне заслуженный деятель искусств Молдовы, автор многочисленных произведений для разных инструментов. Ученица 5 класса Кошмякова София исполнит «Ноктюрн» Олега Негруци для саксофона. Класс преподавателя Литвина Алексея Михайловича. У рояля Светлана Ивановна Желязкова.
Виктор Карбажев. «Восход» исполняет ученица 11 класса Дьяченко Арина. Класс преподавателя Тульчинской Марины Геннадьевны. Концертмейстер Желязкова Светлана Ивановна. Немецкий композитор Георг Филипп Телеман, капельмейстер, музыкальный критик и общественный деятель XVII века. Особое наследие стали его фантазии для флейты, скрипки и фортепиано. Сейчас вы услышите фантазию ре-мажор для фортепиано в исполнении ученицы 6 класса Пистон Мишель. Класс преподавателя Желязковой Светланы Ивановны. Пальцы кривые.
яркой фигурой виртуозно-романтического искусства первой половины XIX века стал Генрих Винявский, польский скрипач и композитор, оставил в наследие большое количество произведений для струнных инструментов. Сейчас прозвучит каприз ля минор Генриха Винявского в исполнении ученицы 9 класса Сырбу Эллы, класс преподавателя Ирсак Игоря Иосифовича. Концертмейстер Жиляцкого Светлана Ивановна. Виктор Карбаджо, полночь. Исполняет Арбаджи Анастасия, 10 класс, класс преподавателя Тульчинской Марины Геннадьевны, концертмейстер Жиляцкого Светлана Ивановна.
5 класса Шидловская Александра исполнит украинский танец Барвинского, класс преподавателя Крокодил Наталья Николаевна. Каждый год наш лицей выпускает в огромную жизнь наших выпускников. Среди них Янчогла Виталий, Михайлюк Виталик, который вот только что с папой поздоровались, очень приятно. Роман Метиогла, Кристина Василиогла. Вы уже догадались, мы сейчас говорим о ваших прекрасных ребятах, которые выросли на этой земле. Хочу сказать, что в сентябре этого года к нам поступил еще один ваш мальчик, замечательный ребенок, который покорил комиссию вступительного экзамена. И за такой короткий срок он уже успел выступить на больших сценах, и у него чувствуется, что прекрасное будущее. Мы от всего сердца, и мы надеемся, что у этого мальчика действительно, и мы желаем ему настоящее, хорошее, большое, красивое будущее. Встречайте, Гердаджи Иван. Класс преподавателя Баянджиу Ольга Николаевна.
ансамбль аккордеонистов лицея под руководством Баянджил Ольги Николаевны. В составе Гайдарджи Иван, Манап Степан, Баскакова Ксения, Марой Артемий. Прозвучит танго «Штурмфлот» Гальяна. ученика. Это Денис Михайлов. Встречайте, также ваш земляк. И Литманов Матвей. Исполнит Хольма, клавнет Ольга.
Сейчас перед вами выступит пианист, которому аплодировала Европа. Окончив в 1994 году лицей Сергея Рахманинова, поступил в Академию музыки имени Музичевского класса преподавателя Людмилы Ваверка. Затем поступил в 2000 году в Высшую школу музыки города Кёльн, в класс преподавателя Василия Лобанова. Получив второй диплом с отличием, интенсивно работал над аккомпанементом и камерной музыкой, совершает поездки по Европе. С 2014 года по 2018 года работает в Берлине концертмейстером на многочисленных мастер-классах лучших профессоров Германии. С 2018-2023 года в Высшей школе музыки Гамбурга работает концертмейстером. А самые-самые первые шаги в музыке были проделаны здесь, в городе Камрад. В музыкальной школе у класса Натальи Станцевой. И был и есть гордостью за то, что дал первый сольный концерт в истории этой детской музыкальной школы. Встречайте, Сергей Филиоглов. Из оперы Беллини «Сомнамбула».
концертах уже знаком с оркестром нашего лицея. На счету нашего оркестра свыше десятки концертов. Наш оркестр сотрудничает с органным залом. Оркестр участвует в воскресных абонементных концертах. Также наш оркестр уже участвовал в 5 выпусках фестиваля «Крещендо», который проходит в городе Павлов. По мере надобности всегда в наш лицей наливались, это ранее был камерный оркестр, и по мере надобности мы приглашали в оркестр духовиков. И такая идея у нашего руководителя всегда витала, чтобы создать уже симфонический оркестр. Но с приходом уже нового директора в наш лицей эта идея воплотилась. И уже официально духовики вошли в состав оркестра, и теперь он стал называться симфоническим молодежным оркестром под руководством Игоря Иосифовича Ирсак, маэстро эн арте. Первая выступит с оркестром ученица 2 класса. Она исполнит Оскара Ридинга концерт для скрипки, первая часть. Ученица 2 класса Кашпякова Дамира. Класс преподавателя Ирсак Игорь Иосифович. Концертмейстер Желязкова Светлана Ивановна. Антонио Вивальди. Двойной концерт для 2 виолончелей. Солисты: Попушой Дмитрий и Стаучан Максим. Ученики 10 класса, класс преподавателя Шолпан Барановский Ирина.
Вольфганг Амадей Моцарт. Увертюра из оперы «Свадьба Фигаро». Исполняет симфонический молодежный оркестр. Дирижер маэстро нарды Игорь Версак.
Амадей Моцарт. Концерт для фортепиано с оркестром номер 3. Третья часть. Исполняет ученица 6 класса Пистоль Мишель. Класс преподавателя Желязкова Светлана Ивановна. Джордж Верди. Болеро Елена из оперы «Сицилийская вечерняя». Солистка Попова Анастасия, ученица 12 класса. Дирижер Ирсак Игорь Иосифович.
сейчас прозвучит произведение Гаррета «Зимняя колыбельная». Солисты: Куку Александра, Клочкова Мириам, Горных Анастасия. Класс преподавателя Николая Горбатова и Соловей Ирина Николаевна. Дирижер Игорь Ирсак. Концертмейстер Желязкова Светлана Ивановна. Матейчик Анна, ученица 12 класса, исполнит произведение из джазовой сюиты Цвасмана «Снежинки». Класс преподавателя Желязкова Светлана Ивановна. Thank you.
Симфонический молодежный оркестр под управлением Ирсак Игорь Иосифович, маэстро ин-арте. Уважаемые друзья, я хочу предоставить слово начальнику Главного управления культуры Марине Семеновне. К сожалению, время свободного окошка истекло у нее. Это было запланировано заранее, поэтому она просит извинений. Предоставляю слово Марине Семеновне. Пожалуйста. Далее, спасибо большое. Я прошу прощения. Я хотела тихонечко выйти, но Иван Васильевич настоял. Невероятно красивое мероприятие. Можно слушать бесконечно, бесконечно аплодировать, восхищаться, говорить слова благодарности, потому что это настолько красиво. Это волшебный мир музыки. Хочу искренне поблагодарить артистов, которые сегодня приехали и радуют вас, радуют нас своим творчеством. Очень красивый праздник. Я хочу поздравить вас всех с этим праздником. Пусть наши детки нас радуют. Я сегодня очень рада, что я открыла для себя новые имена. Я уверена, что это будущие звезды, такие как Полина Бобок. Вы невероятно талантливая, Полина. Я хочу сказать, что с этого дня у меня появился новый кумир. Иван Гайдаржи. Ну какое имя, какой артист. Я в восторге. Я последний раз его видела, но совсем юный, маленький мальчик, а теперь уже вот целый артист. Я бесконечно рада. Мое единственное желание, чтобы эти талантливые ребята возвращались сюда, в Гагаузию. И здесь дарили нам свой талант и прославляли нашу автономию. Но я не буду задерживать никого, просто хочу сказать о подарках. Иван Васильевич настоял, мы тут пока смотрели и восхищались. Мы решили с Иваном Васильевичем, что определимся с датой и обязательно организуем выезд ребят из школы в театр оперы и балета. Постановку вы уже выберете сами. Это будет, я думаю, таким хорошим, добрым подарком к новогодним праздникам и к этому дню. Искренне вас благодарю, дорогие педагоги. Еще раз благодарю за ваш труд, за то, что вы делаете для вас, для нас и для наших ребят. Ну и, конечно, вашему меценату хочу тоже передать слова благодарности, потому что те условия, в которых сегодня занимается школа, об этих условиях сегодня мечтают многие. А у вас эти условия, к счастью, есть. Поэтому остается лишь только поаплодировать нашим детям, потому что сегодня главные герои все-таки мы. Спасибо вам большое. Сейчас на сцене еще интересная, замечательная группа. Основатель этой группы наш талантливый педагог, учитель Дмитрий Николаевич Тульчинский. Он основатель братского квинтета, Диксиленда, биг-бенда. Он сумел объединить талантливых ребят, любящих джаз и импровизацию. Дмитрий Николаевич ежегодно участвует в фестивале, очень известном фестивале «Фанфары Днестра». В прошлом году они стали лауреатами первой премии международного конкурса Евгения Кабаченко. Сейчас они сегодня для вас выступят и сыграют такие произведения: Карелла «Финская полька», Геральд Маркс «All of Me», Юли Астер, Пификус, Джерри Херман «Hello Dolly».
Евсеем. Дорогие друзья, мы благодарим вас за такую теплую встречу. Спасибо вам большое за теплый прием, за ваши аплодисменты и за крики «Браво!». Еще раз вас с праздником. Будьте здоровы и процветания вам. Я думаю, что выражу общее мнение, если скажу, что для нас большая честь принимать таких гостей. Ваш коллектив, нам гости, приглашаем их дальше. И, конечно, большая радость прикоснуться к таким творческим успехам всего коллектива, который готовит таких замечательных профессиональных музыкантов. Поэтому мы вам желаем здоровья всему коллективу, и педагогов, и учащихся, и больших творческих успехов, долголетия. И надеемся, что наши связи будут не только крепнуть, но и развиваться. А сейчас я хочу пригласить всех участников концерта на сцену. Встречаем. Чтобы всех поблагодарить с таким прекрасным поздравлением, каждый артист должен получать после своего выступления цветы. И мы хотим вам, всем ребятам, по букетику цветов подарить. Но это еще не все. В нашу школу пришел Дед Мороз. Для того, чтобы, естественно, он услышал, что мы готовы его встретить, мы должны его позвать. Позвать должны. Внимание! Пока мы его не позвали, я объясняю вам, как нужно себя вести, когда придет Дед Мороз. Он расскажет сначала. С этой двери вы будете все выходить. Никто никого не толкает, спокойненько идем друг за другом. Понятно, да? А теперь давайте его просто пригласим. Дед Мороз, как там у вас было? Ау, да, там? Или просто Дед Мороз, давайте только такие. Дед Мороз! Дед Мороз! Дед Мороз! Дед Мороз! Ага, вот он, Дед Мороз. Встречаем Дед Мороз. Единственное, Дмитрий Валерьевич забыл сказать, что выходим здесь все по одному и прямо по коридору. Не делаем по второму кругу. Бывали вторые и третьи круги, да-да-да. Дед Мороз, вам... Добрый вечер, уважаемые друзья! Мы со Снегурочкой пришли вас поздравить с наступающим Новым годом! Пожелать детишкам здоровья, удачи, чтобы пальчики быстро бегали по струнам и по клавишам. Ну а педагогам нашим главное терпение, да? Дедушка слушал концерт, ему очень понравилось. Давайте пожму вам руку. Спасибо большое. Так, но сегодня у нас еще один праздник. Сегодня День Андрея. И я знаю, что в вашей школе помогает один человек. Андрей Вальков. И сегодня он тоже пришел не с пустыми руками. Передал мне подарки, которые мы хотим вам подарить. Но вначале давайте поаплодируем нашим еще раз артистам. И начнем вручать им подарочки. А ну что у Дедушки Мороза? Давайте все обратно. С наступающим Новым годом.